В эфире новости, в студии Василий Раченко. Здравствуйте, смотрите в программе. Количество суточных заболевших коронавирусом в Якутии приблизилось к 200. Регион предусмотрел поддержку для частных детских садов. Порядка 140 миллионов пойдут на оплату питания и ЖКУ. В Якутске готовится к открытию уникального арт-объекта «Здесь был», который высоко оценили на всероссийском конкурсе. Правительство страны приняло решение о продлении действующей процедуры ускоренной регистрации лекарств еще на год. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Чтобы поставки необходимых препаратов медизделий не прерывались, процедуру продлят до 1 января 2022 года. Также глава Кабмина поручил губернаторам как можно скорее организовать закупки средств для лечения коронавируса. Крайне важно организовать работу служб консультирования, доставки бесплатных лекарств для тех пациентов, которые лечатся дома. Еще раз хочу подчеркнуть, эти деньги мы выделяем исключительно на борьбу с коронавирусом, на качественную организацию всей системы помощи заболевшим и медработникам. За минувшие сутки на территории Якутии зафиксировали 195 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Елена Борисова. Из них в Якутске 110 случаев, в Вилюйском районе 11, в Мегино-Кангаласском 10, в Алданском районе 8, в Нерюнгринском 7 заболевших. Единичные случаи коронавируса также зарегистрированы в 19 районах республики, сказала она. За прошедшие сутки скончались 2 пациента с COVID-19. Хотелось бы сказать, что сегодня у нас большое количество обращений, но тем не менее надо отметить, что за последнюю неделю практически в 5 раз снизилось количество звонков на горячую линию, что говорит, конечно, о стабилизации процесса. Я хотела бы обратить еще максимальное внимание на то, что необходимо продолжать применять все меры, которые были подписаны указом главы, начиная с самоизоляции лиц с заболевшими по ОРВИ, заканчивая ношением масок, социальным дистанцированием. В этом месяце в микрорайоне Борисовка-1 Якутска введут в эксплуатацию 123-квартирный жилой дом для сирот и участников программы переселения. Как сообщили в Департаменте жилищных отношений Якутска, вводимый дом малогабаритный. Все жилые помещения в нем однокомнатные. 40 квартир в новом доме приобретены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 72 квартиры будут предоставлены гражданам в рамках реализации республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы. По этой программе квартиры будут представлены в том числе гражданам, которые ранее проживали в ветхих аварийных домах в 17-м квартале, Сайсарском, Центральном и других округах Якутска. Распределение субсидий на организацию горячего питания школьников в районах утвердили в Якутии. Объем финансирования из федерального бюджета составляет на этот год порядка 420 миллионов, из регионального свыше 36,5 миллионов рублей. Отмечается, что при распределении субсидий учитывался размер потребительской корзины с учетом территориальной особенности. Само меню составлено с учетом санитарных требований и возраста учащихся. Почти 140 миллионов рублей предусмотрели в Якутии на поддержку частных детских садов, сообщает Миноборнауки региона. Всего 52 индивидуальных предпринимателя, которые осуществляют деятельность по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста с охватом более 2800 детей. Из них в возрасте от 1,5 до 3 лет более 500. Субсидии из средств регионального бюджета выделяют на организацию питания и оплату коммунальных услуг. Работа ведется по программе развития образования Якутии на 2020-2024 годы и на плановый период до 2026 года. Арктические территории Якутии получат вездеходную технику. Ивано-Бытантайскому и Момскому районам выделят почти 9 миллионов рублей на эти цели, рассказали в региональном Минтрансе. Деньги арктические районы получат согласно распоряжению правительства Якутии. Комиссия, состоящая из представителей Минтранса и Минарктики, рассмотрела 8 заявок из районов. Средства для покупки вездеходной техники было решено выделить Ивано-Бытантайскому и Момскому районам, говорится в сообщении.
Срок выдачи разрешения на перевозку пассажиров легковым такси сократился в регионе. Об этом сообщили в Министерстве транспорта. Так внесены изменения в административный регламент. Ранее срок выдачи разрешения составлял не более 15 дней в случае подачи заявления в электронном формате на портале госуслуг и не более 30 дней в бумажном формате через офисы «Мои документы» и непосредственно в Минтранс. Теперь срок не более 14 дней, независимо от способа подачи. Участники программы «Достояние Алроса» внедряют свои знания на практике. Один из конкурсантов сумел простыми действиями изменить климат в коллективе. От этого повышение производительности. Подробнее о проекте. Материал наших коллег. Какие инструменты помогут сделать коммуникацию эффективней, как правильно организовать и проводить совещания. Об этом говорили еще на первом модуле программы «Достояние Алроса» в прошлом году. Обучение руководителей среднего звена алмазной компании провели в мирном и удачном. Изучить подход к работе помогали ролевые игры и имитация реальных ситуаций. Андрей Дубно, начальник обогатительной фабрики номер 14 Айхальского ГОКа, попробовал себя, например, в роли подчиненного. Вывели людей все-таки из зоны комфорта, в котором привыкли мы находиться. Иногда приходилось подчиняться тем людям, которые являлись на тот момент там управленцами. И, соответственно, в конце мнениями обменялись все мнениями, насколько что поняли из этой бизнес-игры или бизнес-процесса каждый из участников. Соответственно, могли друг друга оценить руководящие способности, либо еще что-то. Андрей Дубно активно внедряет полученные знания на практике, и это отметили его подчиненные. Время совещания сократилось на 20 минут, а задачи начальник теперь ставит четче. Все это в дальнейшем повлияет на весь производственный процесс. Андрей Юрьевич сам по себе, как руководитель, отличается высокой степенью креативности и навыками коммуникации. Ну, в целом по итогам обучения, после того, как он прошел обучение, я заметил, что поменялась, во-первых, структура проведения планерных совещаний, и он активно начал применять навыки активного слушания, то есть все инструменты, которые он познал во время прохождения этой программы. Такие семинары в Алроса проводятся впервые и, как показал первый опыт, успешно. Полученные знания активно внедряются на производстве. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». 6 ноября в Центре опережающей профессиональной подготовки пройдет профориентационный день профессий будущего. С 10 утра до 18 вечера на онлайн-площадке Zoom состоятся мастер-классы, лекции и семинары, которые помогут школьникам и студентам с выбором будущей профессии. А учителям и преподавателям расскажут, как лучше выстроить процесс подготовки и помочь молодым людям определить свое дальнейшее будущее. К участию в мероприятии приглашаются все желающие. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте cop14.ru. Если в день мероприятия будут проблемы со связью из-за большого количества участников и не все желающие смогут посетить онлайн-семинары и мастер-классы, после их завершения ссылки на записи получат все зарегистрированные пользователи. Школьники будут участвовать в такой интересной тоже игре по атласу новых профессий, где они смогут узнать о профессиях будущего, о том, какие тренды сейчас существуют. И, возможно, это поможет им как-то выбрать свою профессию в будущем. Для тех ребят, которые планируют свое поступление, для выпускников 9-11 классов, мы подготовили такое мероприятие, площадку по поступлению в 2021 году. В Якутске готовятся к открытию уникального арт-объекта «Здесь был». Идея создания объемной композиции длиною в 13 метров принадлежит жительнице столицы Ладе Евсеевой, которая со своей идеей приняла участие во всероссийском конкурсе новых достопримечательностей «Культурный след». В этом году конкурс объединил 800 участников из 64 субъектов страны, выбрали 5 лучших проектов, среди которых и Якутия. Памятная стрела в виде северного сияния изготовлена из пластов металла. На ней выгравированы автографы и цитаты в Якутии выдающихся людей, которые в разные годы посетили и прославили северный регион. Открытие арт-объекта состоится 6 ноября на территории исторического парка «Россия. Моя история». Фамилии, которые там должны были быть размещаться, конечно, мы не могли поставить все
всех людей, которые здесь проезжали и так или иначе были связаны с севером, Арктикой и Якутией. Поэтому пришлось выбирать, жестко фильтровать. И принцип был такой: хотя бы 1-2 первопроходца, 1-2 ученых, натуралиста, исследователей севера, писателей, поэтов, ссыльных, ученых, летчиков и так далее. В городе Кызыл Республики Тыва в 3-й год подряд прошли все армейские соревнования по спортивной борьбе на Кубок министра обороны России. Схватки были по вольной греко-римской борьбе среди спортивных батальонов. В турнире приняли участие 8 команд. На закрытии соревнований глава Республики Тыва вручил тренеру спортивной сборной команды России по вольной борьбе якутянину Петру Юшманову знак заслуженного работника физической культуры и спорта Республики Тыва. Петр Юшманов, уроженец Намского района, выступал в весовой категории 48 килограммов. Заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион России, обладатель Кубка мира. Это уникальная возможность, когда у юношей, у молодых людей, а тем более у великих спортсменов есть возможность не только быть спортсменом, заниматься своим любимым делом, но и в том числе быть защитником своего Отечества. Служить в вооруженных силах и одновременно быть спортсменом высочайшего класса. Развитие игр «Дети Азии» обсудил министр спорта России Олег Матыцын в Москве. На встрече прозвучала информация о деятельности МКИ «Дети Азии» и запланированных проектах. Министр отметил, что игры дают серьезный международный старт для многих юных спортсменов азиатского континента. Также подписан договор о дальнейшем сотрудничестве в организации 3-го международного саммита молодых профессионалов в сфере спорта. 2 предыдущих саммита объединили делегатов из более чем 20 стран. На этом пока вся информация. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание и до свидания.